Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. И сегодня в выпуске животрепещущий видеофакт из социальных сетей. Сунтарцы создали, зарегистрировали и выпустили квадроцикл, а также интересные факты о солнечных часах, которые расположены в самом сердце города Якутска, но о существовании которых многие и не знали. В социальных сетях распространилось видео, где резервисты из Якутии для поднятия боевого духа станцевали национальный танец осохой. Комментарии к видео полны напутствий и благословения. Уже не ритуал, уже традиция называется. Мастерство умельцев из Сунтарского улуса просто поражает. Квадроцикл под названием «Дахсун» из Сунтар стал популярен во всей Якутии, что вовсе не удивительно, ведь у нас так много рыбаков и охотников, а наша огромная территория республики полна бездорожья. Каждый раз убеждаюсь, что все по плечу якутянам. Геннадий Васильев – предприниматель, таксист, опытный охотник. С давних времен хорошо разбирается в различной автомобильной технике. Как-то раз решил, что сам создаст бездорожное транспортное средство. В 2019 году с командой соорудил первый квадроцикл «Сунтар», а уже в 2021 зарегистрировал технику и получил паспорт самоходной машины. Первый квадроцикл начали делать весной и закончили в июне. Были сложности с установкой проводки. Первый заказчик был с Вилюйского улуса. Он сказал, как только машина будет готова, приеду и заберу. Тогда мы ответили: приезжай. Он выехал ночью, а утром уже получил подготовленный квадроцикл. Очень помог в работе опытный сварщик Алексей Захаров. Если человеку под силу что-то сделать, почему мы не сможем? С таким настроем он выпустил уже 50-й снегоболотоход. Каждый выпуск надо делать лучше предыдущего. Для других надо делать лучше, чем себе. Родственники из Верхневилюйска приобрели целых 4 квадроцикла. А так как на снегоболотоход «Сунтар» появился спрос и его стали закупать с разных районов республики, команда решила переименовать машину на «Дахсун». Когда поступают заказы, Алексей Захаров с Геннадием и их командой почти бесперерывно и кропотливо каждый раз что-то усовершенствуя изготавливают новые квадроциклы. Я работаю с ребятами с самого начала, с самого первого квадроцикла. Работаю над заготовками, помогаю в сварке. А чтобы еще больше преуспеть в деле, команда планирует построить полноценный цех. Тогда местные умельцы еще больше популяризируют сунтарское производство. Мария Кабельянова, Вячеслав Борисов, Марфирина Алексеева, Сунтар, Якутск. Наше местное производство большими шагами развивается во всех сферах. Молоко, сметана, фрикадельки, свежезамороженная рыба, огурцы и хлебобулочные изделия. Все эти продукты изготовлены местными товаропроизводителями, и в последнее время их становится больше на прилавках магазинов. Доставляют продукцию по заявкам торговых точек. Как говорят кассиры и продавцы, самой покупаемой местной продукцией считается хлеб и хлебобулочные изделия. Также покупатели активно берут молоко, кефир и сметану. А по распоряжению главы региона Айсена Николаева стоит задача обеспечения постоянного наличия ассортимента из не менее чем 10 видов продукции местного производства. В данном плане активно работа ведется именно с предпринимателями и производителями, чтобы они, предприниматели, доставляющие продукты в арктические районы, и в частности компания Якутопторг, обеспечила закуп товаров местного производства, продуктов питания. Например, уже достигнута договоренность по доставке молочной продукции длительного хранения, вырабатываемой в республике, для арктических районов. Кроме того, в рамках экспериментальных проектов доставляются хлебобулочные изделия Якутского хлебокомбината, тоже в арктические районы, ну и другие полуфабрикаты мясного производства, которые выпускают наши местные предприниматели. Знали ли вы, что в самом центре города Якутска есть солнечные часы? Сейчас все узнаете. В следующем материале одновременно рассказывается об солнечных часах, архитектурном облике города и проблемах ЖКХ. Во многих городах мира существует в парках, скверах,
площадях солнечные часы. Есть они и в городе Якутске. Установлены на одной из стен жилого дома в самом центре столицы. Вот они. А знают ли горожане о существовании таких часов? На этом здании что находится? Вот знаете, что это такое? Солнечные часы, может быть? От солнца тень показывает, сколько времени. Не, никогда. Никогда не Ну, обращались? тоже не облагороженный просто дом. Без понятия. Не знаете? Нет. Обычно я все вперед смотрю, наверху не смотрю. Ну, это, наверное, часы какие-то. Солнечные. Наверное. А вы замечали, вот что это такое, знаете? Это солнечные эти часы. Между тем, эти часы имеют свою интересную историю. Они появились на фасаде здания в 2002 году и показывают истинное солнечное время с 11 до 22 часов с апреля по октябрь. Автором объекта стал ныне покойный директор аэрогеодезического предприятия Геннадий Бочаров. На фотографиях тех лет можно увидеть, что часы выполнены с якутским колоритом. Спустя почти 2 десятка лет как сами часы, так и жилой дом, на котором они установлены, обветшали и требуют ремонта. Жильцы дома давно жалуются на холод в квартирах зимой. Но очень холодно. Это вообще невозможно. И поэтому мы в основном на кухне, вот где газ, все-таки теплее. В смысле, батареи вроде греют все, но стена, вот эта стена вообще холодная. Жильцы дома уже не первый год пишут письма, чтобы решили вопрос с утеплением и отоплением дома. Лишь в этом году, по требованию одного из настоятельных жильцов дома, управляющая компания согласилась утеплить дом снаружи. Однако при этом, как они утверждают, требуется демонтаж солнечных часов на фасаде здания. Мне нужно только, чтобы в квартире было тепло, и все. Так называемые часы солнечные. Они сейчас никакого вида абсолютно не имеют. Прошло уже 20 с лишним лет, нигде не зарегистрированы. Ни в архитектуре, ни в мэрии, ни это. Это была личная инициатива Бочарова. То есть возможность снести просто его, и все. Несмотря на спорность ситуации, не все жильцы выступают за радикальные меры. Если есть необходимость, то, может быть, их временно снять, вот так вот всю стену устеплить, но часы оставить. В принципе, то это достопримечательность, наверное, нашего города. Но зачем демонтировать часы? У нас уже было решение о том, чтобы оставить. Их просто надо реставрировать. А с ним, да, я не отрицаю, что холодно. Это надо заниматься этим вопросом. Но не у него одного холодно-то. Дело в том, что во всем доме. Это значит недостаточное давление, либо трубы разводка неправильно сделана. Справедливости ради добавим, что жилец, настаивающий на срочном утеплении с демонтажом часов, все же допускает альтернативный вариант решения проблемы. Дело в том, что температура этих самых батарей наших теплонесущих, они тоже ниже санитарных норм. Если бы ЦАДС обратил на это внимание и добавила бы нам тепло за счет того, что циркуляцию увеличила бы, давление в этом самом, или что-то сделала бы, тогда, думаю, и эта проблема бы пропала бы. Можно и без утепления обходиться. Совершенно верно. А вот общественники после публикации этой истории в СМИ считают, что уникальный объект обязательно нужно сохранить. Солнечных дней на самом деле в городе Якутске очень много. Зимой, конечно, не так видно, но летом это очень актуально. Поэтому, я думаю, это надо не просто сохранить, а сделать еще таким достопримечательным местом. Поэтому здесь, я думаю, градостроительный совет даст рекомендацию управляющей компании, которая это будет делать, то есть которая отвечает за это. И она обязана будет сохранить в том виде, в каком мы им рекомендуем. Для меня это память, воспоминания. Нет, очень не хочется. Наоборот, чтобы восстановили. Интересно смотреть, детям объяснять. Без разницы, есть они или нет. Было бы хорошо вон те вот часы восстановить, они были удобные. Ну, если принесут пользу, надо, конечно. Я думаю, надо. Ну, думаю, да, можно сохранить, почему нет. Но я считаю, это придает интерес этому зданию, как бы колорит. Так что, конечно же, стоит сохранять. Тем временем руководство якутского аэрогеодезического предприятия вызвалось материально помочь в восстановлении часов. И будем надеяться, что до наступления сильных холодов все же удастся найти компромисс в этом вопросе. Туяра Филиппова, Виктор Дичковский, Якутск. А на этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите программу News on Air по будням в 11 и 17 часов. До новых встреч в эфире!